Все дальше от нас годы войны. Каждый год становится все меньше тех, кто участвовал в боях, трудился на благо победы в тылу. Война. Это страшное слово никогда не изгладится из людской памяти. Война не пощадила никого. Она обрушилась как на взрослых, так и на детей. Взрывами, голодом, холодом. Люди того поколения отдали все, чтобы земля процветала, чтобы их дети и внуки рождались и жили под солнечным, мирным небом. Одним прекрасным утром Ментимир сидел за столом и увлекательно собирал деревянную конструкцию, а его младший брат Миндияр без конца вертелся вокруг него, хотел присоединиться к увлекательному процессу сборки необычной техники. О, Ментимир, что ты делаешь? Дядь, я тут танк собираю, Т-34. Не хочешь со мной? Конечно, хочу. Ну, присоединяйся. Дядь, ты знал, что этот танк был самый крутой и популярный в военные годы? И ты знал, что наши ДББ, они участвовали в войне? Нет. Так Ментимир поведал ему о том, что все прадедушки пережили эти тяжелые военные годы. Почти всем из них пришлось биться на передовой, где они показали всю свою храбрость и мужество. На момент начала войны прадедушке Габдулле Рахимжановичу Ахунжанову было 19 лет, когда его призвали на службу в Волховский фронт. Это был март 1942 года. В 1944 году служил в Прибалтийском фронте. Во время службы был назначен командиром отделения взвода разведки 72-го стрелкового полка 321-й стрелковой Чудовско-Дновской краснознаменной дивизии. Известно, что был награжден медалью за отвагу, орденом Отечественной войны второй степени, орденом славы третьей степени. Получил воинское звание сержант. В боях за освобождение Родины от немецких захватчиков показал себя храбрым, мужественным и инициативным командиром-разведчиком. Прадедушка Миндияра со стороны матери, Ахмедянов Равгат Абдулгазизович, также участвовал в Великой Отечественной войне. В июне 1944 года в составе 302-го стрелкового полка 98-й дивизии выехал на Карельский фронт. В тот момент ему было 19 лет. Первый бой был в июне месяце по форсированию реки Свирь, соединяющей Онежское и Ладожское озера. В боях в Карелии в болотистых местах 6 июля 1944 года был ранен в ногу. Пролежал в болоте 3 суток с гранатой в руках, так как финские военные пленных не брали. Раненого направили в Иваков-госпиталь города Тихвин. Из госпиталя был выписан в октябре 1944-го. После направлен на комплектацию в запасной полк город Ким на берегу Белого моря. В январе 1945 года был переведен в Киров, где пробыл 1 месяц и далее направлен в город Рыбинск, откуда и выехал на фронт в составе 10-й стрелковой дивизии 305-го полка 2-го Белорусского фронта в составе автоматной роты. В составе дивизии маршем прошли Латвию, далее в Польшу, в город Торн, далее прорывали оборону немецких войск, расположенных в Восточной Пруссии. Продвигаясь по Пруссии, в марте месяце дошли до города Гдыня, расположенного на берегу Балтийского моря. После прорыва в Восточной Пруссии воевал в разведвзводе полка, вплоть до окончания войны. Из 10-й дивизии был направлен на офицерские курсы в город Трептов, бывшая ГДР. По пути в Трептов узнали об окончании войны. Проучился на курсах 3 месяца. В этом же году курсы перевели в СССР, в город Ленинск-Кузнецк, пулеметное пехотное училище. В мае месяца 1948 года был демобилизован. За время службы в рядах советской армии совершил 11 прыжков с парашютом, был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией и другими. Со слов прадедушки, в период войны было утверждено вручение еще одного ордена, но вручение не состоялось. Прадедушка Губайдуллин Фаик Гумарович тоже отдал 12 своих лет военной службы. Он один из 5 братьев Губайдуллиных, участвовавших в Великой Отечественной войне, 3 из которых отдали жизнь за родину. В сентябре 1939 года был призван в ряды вооруженных сил. Срочную службу проходил в городе Баку. Когда началась Великая Отечественная война, Фаик Бабай был уже опытным бойцом.
Видя порядочность и обязательность молодого татарина, руководство настояло, что Фаик окончил краткосрочные курсы политработников в Саратове. Шел 1942 год. По окончании учебы в должности заместителя командира роты по политчасти Фаик Губайдуллин был направлен на Волховский фронт в 197-й полк НКВД. Служил успешно, за что был назначен на должность заместителя командира батальона по политчасти. Затем Фаик Гумарыч освобождал Крым в составе 4-го Украинского фронта. Сложнейшая переправа через Сиваш, штурм Севастополя – все прошел, все испытал. Довелось ему и оборонять Ленинград. В своих воспоминаниях Фаик Бабай как-то говорил, что бывало страшно, но невозможно бояться каждый день. Нужно было служить Родине, бороться. Война была общей бедой всего народа. Каждый делал, что мог. Мы потому и победили, что были единым целым, и все как один безгранично верили в победу. В середине 1944 года политрука Губайдуллина направляют в Литву выполнять особое задание – укреплять советскую власть на территории Литовской ССР. Там, может быть, было сложнее, чем на передовой. Бандформирования сопротивлялись отчаянно, знали, что пощады не будет. Великий день 9 мая 1945 года старший лейтенант Советской армии Губайдуллин встретил в Саратове, где был на курсах политруков. По окончании военной службы Фаик Губайдуллин вернулся в Семипалатинск в звании капитана. По достоинству оценены боевые заслуги Фаик Бабая. Он удостоен 18 боевых медалей, орденов Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени и другие. Вот мы и построили этот танк. Т-34. А давай мы вот этот танк на память оставим. Давай. И будем помнить о нашем старом Бабае Садарове. И будем ими гордиться. Давай. В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто участвовал в этой безжалостно суровой войне. Мы помним всех – героев и рядовых, солдат и офицеров, мальчишек и девчонок, погибших за нашу святую землю. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. Сколько бы лет ни прошло с того трагического дня, когда началась война, в памяти народ навсегда будут живы безмерные страдания военных лет и огромное мужество народа.